работы над чувствами, над своими чувствами. Вот меня уже клинит. Надо заканчивать. А? Закончился успехом. Да, все хорошо, все живы, слава Богу. Ни одно животное не пострадало. Мы говорили о том, что с людьми происходит. Что в церковь приходят люди и не чувствуют тоже себя. Это же проблема созависимости, когда вот, как надо помочь тем, надо помочь зверюшкам. Вот где созависимость скрывается под милосердием, когда человек не чувствует самого себя. То есть его нет, но есть другие. То есть когда есть я и есть другие, тогда я могу исполнить заповедь возлюби ближнего своего, как самого себя. Когда меня нет, а есть другие, я не могу исполнить эту заповедь. И вот тут большая проблема, что созависимость это всегда вместо любви. Созависимость это всегда она становится на место любви, потому что любовь несет здоровые отношения. Про любовь я хочу тоже, про любовь надо много говорить. О здоровых отношениях много говорить. Ладно, заканчиваю зачувствование. Они пытаются подчинить себе других, открыто доминируя или манипулируя. Они наполнены страхом, тревожны и неуверены в себе. То есть у созависимой мамы, как правило, часто появляется зависимый сын. Почему? Потому что созависимую маму переполняет страх, тревога и неуверенность в этой жизни. Она боится жить. Ей жить опасно. Как это ни случилось, там отец, там родители, еще что-то, но ей жить опасно. Она передает тревогу сыну. Сын начинает это чувствовать с раннего детства. Жизнь, мир опасен, жить опасно, жить страшно. Это входит в установку на подсознание, и тогда начинается суицидальное поведение. Химическая зависимость – это уничтожение самого себя, но медленным способом. То есть я боюсь жить, поэтому я выбираю установку на не жить. То есть, опять же, что мы делаем в центре, мы изменяем установку на жить. То есть возвращаем к осознаванию того, что жизнь прекрасна. Если человек не поймет, что жизнь прекрасна, то он жить не будет. Отвлекусь, да, это отвлечение от направления, но я скажу, потому что, может, другим будет интересно. Программа называется 12+. 12 шагов анонимных алкоголиков лежит в основании. То есть прохождение по шагам и психотерапевтические занятия плюс дополнительные занятия. Работа с чувствами, работа с эмоциями, работа с конфликтами, работа с страхом, работа с тревогой, работа с гневом. То есть идут групповые психотерапевтические занятия. То есть, причем таких занятий от 6 до 8 в день. То есть изменения происходят, взаимодействие полностью в групповой работе изо дня в день. То есть будем говорить так, на первых 10 днях человек просто оттаивает, начинает чувствовать себя физически, чувствовать себя психологически, начинает ощущать себя, что с ним происходит. И дальше уже идет дальнейшая работа. Скажите, а исповедь и причастие это не может заменить вот это искреннее исповедь и причастие, как бы вера, оно же не меняет человека, а как бы... Конечно может. Конечно может. Но... Что православие стоит в стороне, и вот только... Нет, я говорю об опасностях. Нет, я говорю об опасностях. В православии, будем так говорить, все, что я вижу в программе, все, что я вижу в психологии, и все, что я вижу в православии все это есть и есть еще больше. То есть я говорю не о том, что в православии этого нет, я говорю о том, что мы туда приходим с больными, и все болезни приносим с собой, потом это завуалируем одним красивым словом православие, а на самом деле мы на всю голову прибабахнутые. А мы говорим, что мы на всю голову православные. А потом, когда видишь этих православных там, с транспарантами, там, со всеми этими, на этих митингах, думаешь, Господи помилуй, уже в психбольницу уже не поможешь. Понимаете, о чем я? А если дело в том, что Ара Дорофей пишет четкий механизм, то, что мы работаем в центре,
То есть есть наставники по выздоровлению, есть старший брат по выздоровлению. То есть, грубо говоря, мы моделируем ту же православную систему, но вот в доступной для сегодняшнего человека форме. То есть у нас как надо, допустим, есть такой принцип, ну, один из механизмов, называется свободные уши. Если тебя что-то мучит, у тебя появилась тяга, желание употребить, найди свободные уши, кто бы это ни был, прохожий, подойди и скажи: женщина, послушайте меня 2 секунды, мне хочется употребить, я хочу вот так уколоться. Но я понимаю, что мне нельзя, но мне надо выговориться, послушайте. И это работает. Люди проговаривали таксисту, люди проговаривали просто прохожему, это работает. Ава Дорофей говорит: если есть помощь согрешить, скажи поди старцу. Нету старца, скажи духовнику. Нету его, скажи брату. Нету брата, проговори. Просто проговори, кому можешь. Механизм, который работал в V веке, в VI веке. Механизм, который мы используем сейчас. В православной церкви, конечно, все есть. Внимательно нужно быть, внимательно стараться. Но дело в том, что если это внимательно и здорово к этому относиться, это же надо изменяться. А созависимые отношения не самые гибкие. То есть их изменять самое болезненное, потому что человек, для него это все, это его жизнь. И если он начнет изменять созависимые отношения... Это уже зависит, это индивидуально от каждой части. Конечно, конечно, да. Но зависимых легче изменить. С зависимостью легче... Химической зависимостью. С химической зависимостью легче. Да, с наркоманами и алкоголиками легче работать, чем с их родителями и с их женами. И часто получается так, что жена или мать начинает работать только до тех пор, пока он перестанет колоться или пить. Вот он полгода не колется, не пьет, все, мне уже ничего не надо. Мне не надо выздоравливать, все хорошо, все нормально, все прочее. И втягивает, вот, опять же, в то же колесо созависимых отношений. Он еще держится месяц внутри максимум и срывается. То есть, потому что возвращаются те же механизмы. Православие не в стороне. Православие впереди. Здоровее православия, как бы сказать, я не вижу. Потому что все, что есть в программе, первый шаг в нашей программе говорит: мы признали свое бессилие, мы признали, что потеряли контроль над своей жизнью. Иоанн Лествичий говорит в начале духовной жизни: признай свое бессилие, и неизреченным способом получишь божественную благодать. То есть то, что говорит программа в 20 веке наша, то есть Иоанн Лествичий сказал в 7 веке. То есть все есть в святоотеческих трудах. Только видя невидимый, слыша не слыша. То есть, я не к тому, что православие не такое, я к тому, что есть вопросы. Изначально я хотел просто сказать, что есть вот, хочу поставить некоторые вопросы. Дать информацию, чтобы просто вы послушали и задали себе эти вопросы. Почему? Потому что когда я себе задал, сейчас я чувствую себя счастливым. Года 3-4 назад я чувствовал себя счастливым периодически, эпизодически, на небольшие мгновения восторга. То есть мне очень понравился Германа Гессе «Степной волк», когда там вот эта пыль, золотая пыль, как он сравнивал с золотой пылью, вот эти озарения божественные. То есть у меня тоже так было, вот золотая пыль иногда, а все остальное тьма. Это было года 3 назад. А еще было лет 6 назад, я не знал, есть ли счастье вообще и радость на земле, будучи православным священником и христианином, как я себя называл. Да, я в семье, имея семью детей, я был глубоко несчастен. То есть, и не знал природу этого несчастья. Сейчас я знаю, природа этого несчастья имеет свое наименование, это называется созависимость. То есть деструктивные, неправильные отношения. То есть психологические болезни, которые я носил, как, был носителем этого, рассадником. То есть